Это именно вот этот участок, чтобы пройти нашим войскам и более-менее малыми силами. И надо было в 6 утра. Начинают они как бы брать эту высоту. Видят, что очень тяжело. Уже там никак невозможно было брать эту уничтожить суд. Тогда вызвался Чолпонбай. Ему дали там лейтенант Горохов, 2 гранаты, ППШ, так как Чолпонбай был здоровым, ну, парень крепким. До этого за день он стал комсомольцем. Еще за 2 дня он еще подвиг совершил, принес одного обер-лейтенанта. Вот я читал. И то есть вот такой был парень. Он говорит, язык я взял. уничтожу. Язык взял. Да, языка, немцы. Да. И он вызвался, бросает первую, вторую гранату, остальные вот лежат и смотрят, пока это сам не получается. Берет ППШ и начинает стрелять с автомата. И это я все говорю. Мы писали письмо Семену Борзунову. Если мы все знаем, Чабулдан Чабулга, первая атака. Это человек, который своими глазами был. Там был командный пункт. Все они наблюдали, как это все было. Это его рассказ. И там, говорит, мы увидели, что Горохов потом рассказывает, что был крик, потому что он получил пулю, пулеметную пулю в левое плечо и упал. И Горохов, его словами Горохова, думали, все, он, наверное, там был крик. И оттуда команда, наверное, рация у них была. Говорит, лег, такую команду. Встали, смотрят, а он уже лежит. Закрыл дзот. И нас, говорит, было такое маленькое время, нам надо было успеть и открыть люк, бросили гранату, встали в 2 стороны, здесь окоп, оказывается, был, и стали стрелять. То есть взяли врасплох немцев. Получается так. И дают салют, и начинается переправа. Вот в этот день, в этом бою, за Селявной 2, мы сегодня, Марат Антонович, видели, там более 1000 человек, 1060 человек там погибших. А возможно, было бы очень их много. И вот тогда Семен Борзунов и пишет, он говорит, когда он совершил этот изумительный подвиг, потому что все солдаты, которые это видели, они знали, что умрут сейчас, завтра. Ну так умереть, то есть была зависть. Вот как люди к этому шли. И командир Мурадян, он когда ставил пушку, стрелял, говорит, запомните этот подвиг навеки. Еще, когда мы были студентами, мне ребята рассказывали, мы в годы войны, в годы советское время, мы каждый год здесь собирали 9 мая. И с нами, оказывается, с Воронежа выехал один старик, молодые, ничего не помнили. Он, оказывается, был в Сибири, даже мы не знаем фамилию, но ребята сейчас вспоминают. И он сказал, я пришел дать дань уважения, память моему Чолпонбаю, я был среди них, вы понимаете, да? И у него спрашивают, а как было, вопрос стоит, он здесь лежит или там лежит? Как? И вот он говорит, мы его положили на место, где он совершил. Мы когда его поднимали, у него вот здесь все было мясо. Ну, толкали, пулемет, стреляли. конечно. Да. То есть вот такой был подвиг, такой рассказ. Поэтому воспитательная память надо хранить. Это дань уважения всем воинам в тот день погибшим. И вообще нашим отцам, братьям, плечом к плечу, которые шли. И среди них, конечно,